все уже, да? Ссылочка уже есть. Значит, сейчас название, да? Немножко тут представлю. Методические подходы к изучению, ну как у вас там литературы написано, Республики Коми. в принципе, все. Методические подходы, да. Все, можно начинать. Здравствуйте, уважаемые коллеги, педагогическое сообщество. Мы рады приветствовать вас на одном из мероприятий, на открытой лекции, которая организована и проводится в рамках первого республиканского форума «Десятилетие детства». Открытую лекцию сегодня проведет Наталья Николаевна Токарева, автор учебников «Литературное чтение для начальных классов». Открытая лекция у нас называется «Методические подходы к изучению литературы Республики Коми». Пожалуйста, Наталья Николаевна. Спасибо. Я думаю, что проблема, которая заявлена в названии лекции, она уже всем известна, так как процесс приобщения младших школьников к литературе Республики Коми целесообразно рассматривать как составляющую реализации этнокультурного компонента в образовании. Значит, многие школы в настоящее время позволили себе из общего количества часов литературное чтение выделить 1 час для изучения такого курса, который называется «Литература Республики Коми». Но не всегда учителя согласны с этим, потому что количество часов, часов не так уж много на изучение литературного чтения, поэтому жалко отдавать час. Но никуда не денешься, реализовывать все равно эту задачу в рамках этнокультурного компонента все равно нужно. Так вот, как же можно решить эту проблему без особого ущерба для учебного времени? Прежде всего, естественно, что приобщение к литературе Республики Коми целесообразно рассматривать как составляющую часть учебных предметов. И благоприятные возможности для этого предоставляют предмету гуманитарного цикла, прежде всего это уроки литературного чтения. Система уроков литературного чтения позволяет нам реализовывать задачу формирования круга чтения, который связан, естественно, который определяется устным народным творчеством и произведениями поэтов и писателей Республики Коми, который должен соответствовать однозначно возрасту читателя, его знаниям в области литературы, его пристрастиям и предпочтениям. Значит, именно поэтому разделы учебников, которые были составлены в свое время и имеют название «Литературное чтение», они как раз вот и отвечают всем этим требованиям. Значит, одно из основных условий реализации, приобщения к литературе Республики Коми, это наличие читательского кругозора. Когда мы говорим о читательском кругозоре, то имеем в виду его широту, глубину и упорядоченность. Так вот, каким образом все вот эти показатели читательского кругозора возможно реализовать? Согласно программе и содержанию учебников, все обучающиеся или все младшие школьники должны усвоить связи: автор, тема или темы, да, жанры и произведения. Это, естественно, к концу 4 класса. Но в каждом классе вот эти связи, они, естественно, достаточно короче. И таким образом, например, к концу начальной школы дети должны усвоить, что, например, авторами рассказов о природе являются Каданев.
И назвать произведение. Например, «Сорока-воровка», «На лугах», «Белки-путешественницы». Далее, помимо Каданева, это еще Раевский, его рассказы «Неряхи», «Бурундук», «Белые ночи». Василий Журавлев-Печорский, «Стриж», «Птица залетная», «Грибная пора» и другие. Владимир Ануфриев, «Сорочья весна», «Глупые воробьи». Таким образом, вот мы здесь видим такую цепочку. Автор, жанр, потому что рассказы, несколько авторов мы назвали, и конкретное произведение. Да, кроме этого еще тема, естественно, указана. Вторая цепочка – это автор, произведение, герои, эпизоды, проблемы или темы. Исходя из, вернее, эту цепочку можно проиллюстрировать следующим примером. Например, стихи о детях и природе сочиняли Пантелеймон Образцов, Серафим Попов, Александр Журавлев, Виктор Демидов. А Егорочев писал повести и рассказы о детях. Главный герой его произведений – Митрук. Любознательный фантазер, с ним часто происходит попадает в нелепые ситуации, мечтает стать оленеводом. Ну и, естественно, дети могут привести как пример какой-то эпизод из его жизни. Ну, например, о том, как он отправился на охоту для того, чтобы поймать куропатку. Или ловил рыбу. Далее. Естественно, что важным условием при общении обучающихся к литературе является наличие книжного окружения, потому что одних учебников недостаточно. Педагоги обычно жалуются на то, что отсутствуют действительно книги, связанные с литературой, вернее, в которых размещены произведения авторов, принадлежащих к литературе Республики Коми, и они правы, потому что большинство книг было издано очень давно, и немногие библиотеки могут похвастаться своим книжным фондом. В этом плане у нас с этими проблемами хорошо справляется библиотека Маршака, но она находится в столице, в столице, в Сыктывкаре, и поэтому, конечно, воспользоваться ею не всегда есть возможность. Поэтому вот учебники, которые изданы, они как раз решили во многом эту проблему книжного окружения. Однако все равно возможность знакомить детей с книгами, а не только с учебниками, есть такая возможность. Поэтому учителя многие действительно организуют выставки книг. Далее. Знакомство младших школьников с литературой Республики Коми возможно через включение произведений в программные уроки литературного чтения. При этом экономится время и решаются вот те задачи, которые все-таки важно решить. Например, как это можно сделать? Познакомить с какими-то произведениями, с какими-то книгами, возможно, на вводных в тему урока. То есть, когда мы начинаем изучать какой-то раздел литературного чтения, связанный с русской литературой, например, устное народное творчество. И когда мы говорим, например, о том, что перечисляем жанры, с которыми мы будем знакомиться в рамках этого раздела, то целесообразно показать и познакомить детей, например, с книгами, в которых напечатаны сказки Коми народа, и не только сказки Коми народа, и сказки финно-угорских народов, потому что программа «Литературное чтение» предполагает знакомство детей именно с устным народным творчеством близких Коми народу. Да, народов. Это мы предлагаем, например, марийские, удмуртские сказки, хандыйские, коми-пермяцкие. Сборники этих сказок этих народов есть в библиотеках, но мы ведь говорим о том, что важен отбор в соответствии с возрастом, с интересами, с потребностями, с умениями, которые могут проявить дети, работая знакомясь с той или иной книгой. Поэтому в учебнике мы разместили те произведения, те сказки, которые детям вполне доступны. Их значительно больше, нежели возможно познакомить, но как и любой другой учебник, в него помещены материалы,
ну, в своем максимальном содержании. И у учителя есть возможность выбрать ту сказку, которую он считает будет интересна деткам его это конкретного класса. Потому как индивидуальный подход мы все равно должны обязательно осуществлять. И не только вводные уроки. Это возможно, и большие возможности предоставляют обобщающие уроки, когда в рамках обобщения уже по теме мы не только повторяем изученный материал, но и предлагаем детям дополнительный рекомендательный список тех произведений, которые они могут использовать, отчитываясь о своих знаниях в рамках конкретного раздела. И эти произведения они могут как раз прочитать в учебниках или в отдельных книгах, потому что учебники ориентируют детей на работу не только вот с пособием учебным, но и с конкретными произведениями, которые размещены именно в конкретных книгах. Да. Ну, кроме того, кроме обобщающих уроков, есть возможно использовать произведения коми авторов и на уроках знакомства с новым литературным произведением. Для этого учителя составляют или могут составить специальное планирование, которое позволит вот на одном уроке познакомить с произведениями и русских авторов, и авторов коми, но здесь нужно обязательно учитывать тему произведения, по возможности жанр. Это вполне возможно. Я сейчас вам покажу, вернее, приведу примеры. Например, изучая русские народные сказки во 2 классе, на примере 2 класса я вам покажу, при чтении русской народной сказки «Гуси-лебеди», она предлагается программой и учебником, можно познакомить с коми народной сказкой «Ёма и 2 сестры». Почему именно эти 2 текста? Потому что, сравнивая эти 2 текста, мы выясняем, чем сказки похожи и в чем их национальная уникальность. Отличаются они тем, что, похожи сюжетом, потому как и в том, и в другом сюжете главная героиня спасает близкого человека или себя, как в коме сказке «Ёма и 2 сестры», спасает, сталкиваясь прежде всего с таким фантастическим существом, как Баба-Яга в русской народной сказке и Ёма-Баба в коме народной сказке. Кроме того, эти сказки близки своим идейным содержанием. И в той и другой сказке речь идет о том, что для того, чтобы добиться какой-то цели, очень часто следует поступиться какими-то своими личными интересами. Поэтому работа с обоими этими текстами позволяет глубже понять идейное содержание той и другой сказки. Поэтому на уроке мы, предположим, анализируем сказку «Гуси-лебеди», и в конце урока предлагаем детям послушать сказку, например, «Ёма и 2 сестры». Анализ может быть проведен в начале следующего урока на этапе проверки домашнего задания. Кроме того, дети могут дома не перечитывать еще раз сказку «Гуси-лебеди», которую они уже знают еще с дошкольного возраста, да, а познакомиться и прочитать еще раз повторно самостоятельно сказку коми народа. Поэтому вот такая возможность вполне есть. Если говорить о другом разделе, например, тоже 2 класс, раздел о братьях наших меньших, он позволяет параллельное изучение также произведений, объединенных идейным содержанием. Например, у Виталия Бианки есть рассказ «Музыканта», «Медведи», все его прекрасно помнят, да, о медведе, который, оседлав пень, оставшийся после грозы от дерева, от удара, которое было сломлено ударом грозы, значит, оттягивает щепку и слушает те звуки, которые издает щепка. Охотник-медвежатник не сумел выстрелить в это существо. Почему? Потому что увидел в нем близкое себе существо. Аналогично, примерно та же близкая идея раскрывается в рассказе Ивана Каданева «Белки-путешественницы».
в котором вот Иван Каданев рассказывает, это как раз вот тоже из учебника 2 класса, рассказывает об удивительном зверьке белки, и позиция автора как раз там в позиции одного из главных героев, который наблюдает это удивительное животное, тоже выражает те же самые эмоции, те же самые чувства и то же самое отношение. Ну или, например, есть рассказ Евгения Чаруша, тоже в программе 2 класса, страшный рассказ. И параллельно с этим рассказом можно прочитать рассказ Елены Васильевны Козловой «Страшилище», потому что оба этих произведения имеют идентичные сюжеты, и там детки боятся того, каких-то непонятных, неизвестных им звуков. Далее, состояние героев и в том, и в другом тексте одинаковые, близкие, поэтому более глубокому осознанию идейного содержания, которое заключается в том, что, в общем-то, понятно, что чувство страха иногда парализует действия человека, но для того, чтобы решить проблему, надо найти в себе силы и выяснить, что же там, где шуршит. В первом случае это ежик, во втором случае котенок, который играл на печке бумажной коробочкой. То есть, таким образом, вот есть возможность вполне провести параллели между отдельными произведениями программы «Литературное чтение» образовательной школы России и литературным чтением, связанным с приобщением к литературе Республики Коми. И это не единственные случаи, примеры, которые я вам привела. Так, кроме того, как я уже говорила, на обобщающих уроках мы предлагаем детям использовать рекомендательные списки книг в соответствии с теми темами, которые изучаются. Например, к разделу «Я и мои друзья» литературного чтения мы можем дополнить стихотворение Серафима Попова «Сверстникам-школьникам». Замечательные стихи, которых у нас не так уж много, потому что Серафим Попов у нас писал на коми-языке, и переведено не так много его стихов, которые мы можем предложить младшим школьникам. Или стихи Александра Журавлева «Малица», «Бурки», «Рыбак», Пантелеймона Образцова в школе, рассказ Елены Козловой «Лыжи неумехи», где тоже, в общем-то, показана связь между детками и соответствие теме «Я и мои друзья». Например, когда речь идет об изучении раздела «Люблю березу, природу русскую, весна», то достаточно широкий спектр авторов, произведения которых мы можем включить. Это и, например, стихи Образцова «К весне береза» или Серафима Попова «Апрель», Виктора Демидова «В тундре весенней». Год начинается с весны, тот же самый автор Виктор Демидов. За счет чего? То есть дети у нас не очень любят и понимают поэзию, но вот те авторы, которых я обозначила, они в основном сочиняли стихи, которые мы относим к разряду лироэпических, группе лироэпических стихов, в которых есть действия, есть герои, раскрываются характеры, и параллельно эти характеры раскрываются вот как раз во взаимодействии с природой, взаимодействии героя с природой, через его восприятие природы. В то время как, например, в содержании данного раздела «Литературное чтение» связано с русскоязычной литературой, включены стихи, которые, это и по мнению педагогов, которые уже много работают с этой программой, достаточно сложны для восприятия. По таким стихам относятся стихотворение Бунина «Матери», которое во 2 классе пока еще, многим детям просто по своему содержанию недоступно. Или Плещеевское, например, стихотворение «В бурю». Так вот, иногда учитель вполне имеет право заменить стихотворение, то, которое, возможно, сложно детям осознать, тем стихотворением, которое будет близко и понятно, без всякого ущерба для литературного развития ребенка. Так, например, раздел «Писатели детям», в который включено большое количество русской
литературы я имею в виду, большое количество авторов-сказочников, таких как Чуковский, например, Маршак, Михалков, можно включить сказки Геннадия Юшкова, потому что мы тоже располагаем достаточно небольшим количеством произведений на русском, переведенных на русский язык. И поэтому замечательные сказки, например, во втором классе, как «Плод бобра», «Волчий шалаш», можно включить в этот раздел. И не только в рамках обобщающего или вводного урока, но и в рамках урока, связанного с изучением нового произведения. Кроме того, значит, формирование у младших школьников интереса к литературе, формированию будут способствовать задания творческого характера, которые мы можем предложить на любом уроке литературного чтения или литературного чтения, связанного с Республикой Коми. Ну, например, написать сочинение «Забавный зверек-белка» после прочтения рассказа Ивана Каданева. Я уже говорила о белках-путешественницах. «Какая весна нравится тебе», например, «Нарисуй весну», понравившейся части стихотворения Виктора Демидова, вот начинается с весной. Или «Нарисуй гриб и придумай о нем рассказ или сказку», когда мы знакомим детей с главами сказки «Несказки» Карачева «Спор грибов». Но это произведение, единственное произведение у этого автора, но так как имеется недостаток некоторых познавательных сказок о природе, то вот мы включили главы в учебник. Поэтому можно вот придумать сказку о грибах. Или найди в библиотеке книгу Елены Козловой и составь список рассказов, которые ты посоветуешь прочитать одноклассникам. Далее, например, еще рассказ, составь рассказ, какой необычный, или сказку, какой необычный заяц, прочитав сказки Геннадия Юшкова. Потому что сказки Геннадия Юшкова, их 10 в сборнике, который переведен на русский язык. «Заячий год» называется этот сборник. И все сказки в одном и том же герое зайца. Правда, у него в каждом тексте есть либо товарищ, либо тот герой, которому он пытается противостоять, но каждый сюжет, он дополняет этот образ. Сюжет каждой сказки дополняет этот образ, поэтому, прочитав все сказки, можно составить удивительное произведение уже самому ученику об этом зайце. Ну или, например, найди книгу Егора Рочева «Маленький мир, только большая тунда», да, прочитай и расскажи о других приключениях. Так, ну кроме вышесказанного, литература Республики Коми как средство формирования этнокультурных знаний позволяет создать речевую среду, стимулирующую не только литературное развитие, но и активные формы познания. Потому что литература позволяет сформировать у детей и желание, и способность наблюдать, исследовать, вступать в учебный диалог, формирует умение оценивать свои мысли, действия, определять свои знания и незнания. Этому способствуют следующие типы заданий. Например, вспомни загадки русского и коми народа о животных и растениях, чем они похожи, какие особенности животных отражены в загадках коми народа. Соотнеси русские коми пословицы по смыслу. Какую русскую народную сказку напоминает сказка «Ема и две сестры». Вот я уже приводила пример, что эту сказку можно изучать одновременно со сказкой «Гуси-лебеди», но по своему сюжету она значительно ближе сказке «Маруска», потому что там две героини, две сестры, точно так же в сказке «Маруска». Одна трудолюбивая, другая ленивая, одна воспитанная, другая грубая и невоспитанная. И поэтому в сказке действительно вознаграждается та героиня, которая отличается нравственными качествами, ну и наказывается та, которая заслуживает этого наказания. Ну и предлагается уже здесь другое направление работы, связанное прежде всего направленное на сравнение сказок. То есть в чем сказки, чем похожи сказки и в чем их отличия. Далее предлагается соотнести идею обеих этих сказок с русскими и коми
народными пословицами. Это тоже вот как раз позволяет определить, в чем и специфика коми народных сказок, в чем их уникальность и чем они близки и понятны. Далее, ну, например, еще можно какие задания предложить, да? Докажите, что автору удалось изобразить особенности северной зимы. Это по стихотворению, например, Пантелеймона Образцова. Далее, например, как понимаете выражение «июнь воткнул цветы», «июль надел венок», а август с косой горбушей шел? Какие особенности северной природы подметил поэт? Это «Северный лужок» Александр Журавлев. За что автор благодарит любимую северную землю, а за что вот ты поблагодарил ее? После прочтения произведения Степана Раевского «Красота земли». Ну или о каких исторических фактах из жизни коми народа ты узнал, прочитав рассказ Ивана Каданева «На лугах»? Представь, что ты, как и герой стихотворения Александра Журавлева «Малец упал в снег», что ты почувствуешь? Ну, помимо этого, значит, помимо уроков, которые являются основной формой общения к литературе Республики Коми, естественно, что такие достаточно широкие возможности предоставляют и межпредметные связи. То есть, вот в частности, на одной из научных конференций учителя эжвинских школ представляли нам уроки в университете на конференции научно-практической, представляли нам уроки интегрирования, например, литературного чтения, именно связанного с литературой Республики Коми, и технологии. Они там создавали образ Веры Богатыря. Да. Далее уроки музыки и литературного чтения, да, потому что есть у нас музыкальные произведения, которые созданы на основе фольклора, поэтому их слушали, сказки читали, соотносили, сравнивали и дополняли одно произведение другим. Так, и еще урок русского языка и литературного чтения, потому что, ну, например, такие произведения Степана Раевского, Ивана Васильевича Каданева можно использовать как языковой материал при изучении любой грамматической темы, особенно при изучении лексических тем, поэтому это тоже возможность вот как раз познакомить с произведениями авторов. Все практически те произведения, которые возможно использовать именно в начальной школе, они вот в учебниках представлены. То есть педагогам не надо ничего искать, просто брать учебники и оттуда выбирать какие-то отрывочки из текстов. Причем это можно даже прямо на уроке делать, при работе прямо из текста детки могут выбирать. Далее, ну и, конечно, вот они интегрируют урок литературного чтения и урок, интегрируют в урок литературного чтения тексты коми авторов. И надо отдать им должное, что вот они проводят и специальные уроки литературного чтения, поэтому у них нет такой проблемы, связанной с приобщением. Далее, ну это все вот как бы уроки краеведения дают большие возможности. Сейчас появился учебник, да, для 2 класса у Евгения Викторовича Полякова. И там он тоже включил в содержание учебников отрывочки из произведений как раз вот тех авторов, которых я назвала. Вот. Ну, в частности, о птицах, например. О птицах, которые, потому что и в творчестве Раевского, и в творчестве Каданева, и в творчестве Журавлева, Печорского, да, практически птицы – это яркие и часто встречающиеся образы. Поэтому через краеведение возможно еще знакомить детей с этой литературой. Ну и, конечно, внеурочная, внеклассная работа, которые сейчас тоже активизируются, появляются новые формы, то есть это и создание проектов, которые детки могут составлять в связи с темами конкретными или с творчеством конкретного автора.
в зависимости от класса, то есть системы знаний и умений, которыми дети владеют. Но проектной деятельностью дети в рамках литературного чтения начинают заниматься уже во 2 классе. Поэтому вполне возможно вот как раз в рамках проектирования знакомиться. Дети знакомятся и знакомят тех, кто еще не знаком. Далее это внеурочные мероприятия, связанные, например, с фольклорными какими-то праздниками. Конечно, это тоже одна из форм приобщения к литературе Республики Коми. Далее, это создание классной библиотеки, когда дома лежат ненужные книги, иногда связанные вот как раз с литературой Республики Коми, и дети иногда даже сами не знают, что у них такие книги есть. Поэтому часто, вернее, лучше, хорошо, если учитель обращается к родителям с этим вопросом, потому что, проведя ревизию на своих книжных полках, дети очень часто находят совершенно неожиданные для себя пособия и издания. Поэтому создание вот школьной классной библиотеки, а иногда она создается на всю параллель, это тоже путь познания как раз вот творчества поэтов и писателей. Ну и, естественно, это разные литературные конкурсы, когда дети читают стихи, участвуют в конкурсе чтецов, и это тоже часто используется, и читают стихи вот именно авторов, коми-авторов на русском языке, а кто знает коми-язык, они могут прочитать стихотворение на коми-языке. Это, естественно, замечательно. То есть через внеурочную работу тоже такие возможности существуют. Так, ну, в общем-то, я рассказала вам основные направления, те, которые предполагала бы. Да? Может, будут вопросы? Да, вопросы, да. если будут какие-то. Если вопросы, если сейчас... Ну вот бывают вопросы какого характера? Например, учителя говорят, что не все тексты, которые предложены в учебниках, такой вопрос мне как составителю задают, да? Не все тексты, которые предложены в учебниках, детям понятны и адекватно ими воспринимаются. В частности, чаще всего бывают делают замечания в отношении сказок. Говорят о том, что сказки коми-народа, вот, они, естественно, на коми-языке и переведенные на русский язык, имеют часто негативный конец. Но в принципе, да, или в содержании сказок много негативного. Но, во-первых, сказка это текст не для развлечения, поэтому, естественно, да, это особенность национальная. Действительно, сказки коми-народа имеют вот часто какое-то негативное содержание по причине того, что очень трудно жилось-то народу. То есть это исторические какие-то корни, исторические причины. А следовательно, педагог просто должен объяснить, почему и от чего вот так происходит. А значит, он должен сам хорошо знать истоки возникновения фольклора, то есть теоретическая подготовка педагога, она играет очень большую роль в том, насколько эффективно педагог работает с детьми вот в этом направлении. Ну, есть сказки с негативным концом и среди сказок русского народа и других народов. Да? Китайских не читали сказок. Такой страшный Да, конец. вот именно, Недавно вот примеры именно. смотрела. Я согласна Золушку с вами. сравнивали нашу и ихнюю. У Свою голову, все Кстати, как-то у французов то же самое, ведь когда Поэтому у нас Да. не сказала, какие вот Да, китайские. Золушка Шарля Перро, она Да. же тоже в своем оригинале, она тоже У не нас так. еще А синяя такие борода, предположим, Да. да? Поэтому это все не только особенности, это особенность не только коми-народных сказок, это особенность сказок и других народов. Другой вопрос, что у нас очень ограниченное количество сказок коми-народа, которые мы можем предложить младшим школьникам. Так как изучать коми-фольклор начали значительно позже, он во многом утрачен. Ну и кроме того, то, что переведено, вот что можно было выбрать, то выбирали. А среди русских-то сказок, естественно, значительно больше возможностей выбора. Но потом, я так полагаю, не только я, что дети должны понимать, что
что жизнь, она состоит не только из радостей, да, из приятностей, да, что нужно уметь противостоять и тем неприятностям, тем бедам, тем горестям и страданиям, с которыми сталкиваются. Поэтому, в принципе, я не вижу в этом ничего плохого. Ну, с другой стороны, я уже сказала, что педагог, если что-то не ложится ему на душу, то лучше, естественно, не предлагать детям. Поэтому, если произведение где-то как-то педагогом не воспринимается, а значит, оно не будет воспринято и детьми на самом уроке, то, естественно, просто от этого произведения отказаться, потому что, как я уже говорила, что не обязательно все сказки читать. Например, вот в 3 классе мы предложили большое количество финно-угорских сказок. Там просто от 1 класса до 4 увеличивается не только объем сказки, но и мы обязательно размещали эти сказки в рамках усложнения сюжета. Поэтому можно не читать уже хантыйские сказки, например, в 3 классе, а прочитать венгерскую сказку, чтобы дети понимали, что да, финно-угорские народы – это ханты, это марийцы, это финны, и вот еще, оказывается, и венгры. То есть мы расширяем читательский кругозор, поэтому совсем не обязательно все сказки читать или все стихи прочитывать. Потом дать детям возможность выбрать, чтобы они прочитали, предположим, там в содержании все сказки, все стихи, например, а выбрали то стихотворение, которое им нравится. Потому что лучше пусть будет возможность выбрать из чего-то, да, нежели вот читай то, что тебе предлагают, и все. Поэтому, конечно, да, хочешь, не хочешь, но читай, вы правы. Так, все, да, повернусь. Мы благодарим Наталью Николаевну за такую содержательную лекцию. На этом наша открытая лекция подошла к концу. Спасибо всем за внимание. И вам спасибо.